Шота Утиашвили, старший научный сотрудник Фонда стратегических и международных исследований Грузии, присоединяется к нашей беседе. Шота, рады приветствовать в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добрый вечер. Шота, ну а что вы скажете в дальнейшем, да? Каковы ваши возможные прогнозы по поводу и протестных акций, но и того, как будет развиваться история под названием, скажем так, властный, да, одобрямс, даже несмотря на то, что, возможно, президент Грузии Саломе Зурабишвили не поставит под этим документом. Ну да, она, конечно, не подпишет, но закон уже принят, и спикер парламента его подпишет. А, Несмотря на огромные протесты населения, несмотря на то, что и Евросоюз, и Совет Европы, и ОБСЕ, и ООН сказали, что этот закон просто ужасный, его нельзя исправлять, его нельзя менять, его надо просто отменять, потому что она ущемляет фундаментальные права человека, несмотря на все это, несмотря на то, что американская сторона заявила, что они примут санкции против тех людей, которые принимали участие в создании этого закона. Несмотря на все это, мечта, правящая партия все равно приняла этот закон и разразила политический кризис. Протестные акции продолжаются уже более 50 дней. И сегодня такой концерт, потому что власть начал активно действовать против митингующих, против протестантов. Их просто избивают иногда на улицах, им звонят. Это какой-то микс средневековья и новых технологий, потому что вот тех людей, которые приходят на митинги, их снимают на камерах, потом их происходит опознавание лиц, и потом им звонят и угрожают там. Все такое. И сейчас вот протестанты хотят устроить акцию-концерт, чтобы собрать деньги для того, чтобы заплатить более миллиона лари штрафов, которые наложили на протестующих. Что будет потом? Трудно сказать, но все идет к тому, что оппозиция будет уже готовиться к выборам, и лозунг «нет русскому закону» становится лозунгом «нет русскому режиму». У нас выборы назначены на 26 октября. Большинство аналитиков думают, что в Тбилиси из-за погодных условий, жары, там всю лето вести перманентные акции не удастся и не стоит. Но надо, чтобы протест продолжался другими методами. И надо, чтобы вся оппозиция, вся гражданское общество подготовилась к выборам, потому что, да, мечта приняла закон, но она заплатила огромную цену. Говорят, что до 10% рейтинга она потеряла. И если до этих событий у них убытки были где-то 36-37%, сейчас, видимо, у них где-то 26-27. И очень важно, что это падение рейтинга продолжалось, что у оппозиции был единый фронт, и, видимо, они к этому идут. И уже мы думаем, что уже от конца августа, начала сентября уже будет полномасштабная кампания, и протестная кампания, и выборная кампания. И потому что и оппозиция будет стараться, чтобы превратить эти выборы в референдум. Если вы там за русский режим, то голосуйте за мечту. Если вы за Запад, за Европу, то тогда голосуйте за оппозицию. Но мы боимся, что власть будет использовать просто всякие методы, даже те, которые никогда в Грузии не использовались, потому что из-за этого закона они почти уничтожили свои отношения с Западом, и с Евросоюзом, и с Америкой, потому что у них тут момент такой: или сохранение власти, или интересы нации, и они явно выбрали сохранение власти любой ценой. Получится или нет, мы это посмотрим. Я очень надеюсь, что нет, потому что мы видим, что почти вся население, огромная часть населения, не только что им не нравится закон, но они протестуют и очень активно выражают свой протест. Везде, всегда, вот даже депутаты от правящей партии уже не могут
ездить по улицам, потому что им всегда говорят, что они предатели, они рабы. С общественностью отношения уничтожили. Я понимаю, что этот вопрос звучит несколько, ну, возможно, некорректным в свете этих масштабных протестов против так называемых российских законов, но вместе с тем ведь есть люди, которые, например, не выходят на протесты, и это по разным причинам. Те, кто, может быть, боится, те, у кого здоровье не позволяет, ну, либо те, кто не поддерживает суть этих протестов. Как вы считаете, насколько это протестное настроение и состояние сможет продержаться непосредственно до выборов? Не так уж много времени осталось, в принципе, ну и проявиться на выборах. И будет ли как-то препятствовать такому виду протеста, конкретно путем голосования сейчас провладная партия? Я думаю, что да, протест продолжится, и отношения. Вот последние опросы говорят, что а, Да, мы вас видим и извиняюсь. слышим. Да, да. Мгм. Да-да-да. Последние опросы говорят, что только 22% населения поддерживали этот закон. Мгм. Там 60 против, и где-то 18 не слышали или не знают. 3 к 1. И это очень большое различие, потому что 94% населения они знают, о чем идет речь, о чем этот закон. И этот закон будет главным решающим аргументом и для власти, и для оппозиции на этих выборах. И я не думаю, что правительство сможет переломить общество и как-то изменить общественное мнение. Не думаю пока. И вот этим насилием, произволом, который они сейчас используют, наверное, они э, еще больше мобилизуют протест. И те, которые не выходят на акции, конечно, большинство населения никогда на акции не выходит, но большинство населения ходит на выборы. И то, что происходит на акциях во всех больших городах, больших и средних городах Грузии, это должно отражаться на результаты выборов. Но очень важно, чтобы этот протест на улицах, оно продолжался весь предвыборный период, чтобы у власти не было ресурсов там угрожать, арестовывать, задерживать, терроризировать население. И мы думаем, что вот с начала сентября мы еще увидим такие продолжительные протесты, но до сентября будут разного рода акции, чтобы население помнило, о чем идет речь, Нас- насколько важными являются эти выборы. А вот насколько принятие закона как факт все-таки может затруднить проведение протестов, по крайней мере, в той форме и в той численности, в которой сейчас они проводятся? Конкретно положение законов как влияет для того, чтобы, ну, скажем так, может быть, демотивировать или напугать общественность так проявлять свое мнение? Тут пока этим законом, этот закон не касается митингов и участия в митингах. И пока ничто не указывает на то, что правительство сумело запугать население. Пока вот протестные настроения, они только расширяются. Мгм. Ажита, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что определяется, ну, чувствуется сейчас, да, и наблюдается определенная динамика падения уровня доверия или же поддержки, да, правящей партии. Да, как я понимаю, там вы даже и цифры назвали соответствующие. А что сейчас с оппозицией? Да, как с ней, да, увеличивается ли доверие, и что вы скажете по поводу идеи возможной оппозиции объединяться вот на этом фоне? А Сейчас главный вопрос, как лучше выйти в оппозиции на выборы. Да. Лучше объединиться в одну партию, Или чтобы идти, да, или был порознь, возможно. один на один, или лучше, чтобы выйти там тремя блоками.
Там есть аргументы и в одну, и во вторую сторону. Да, вот все помнят, что произошло в Венгрии и в Турции, когда оппозиция объединилась, но не смогла выиграть. В Польше, например, она не объединилась, но победила власть. Так что я думаю, что они будут делать, они будут проводить опросы, и они будут действовать так, как покажут опросы, как будет лучше для оппозиции. Если там окажется, что лучше выйти единым фронтом, я думаю, что смогут договориться выйти единым фронтом. Если нет, то можно и так, что вот будет правительственная партия и будут 3 оппозиционные партии, которые согласуются заранее, что они будут только друг с другом строить коалиции и не войдут в коалицию с правящей партией. Благодарю вас, Шата, за то, Это, что это вы... мы будем знать через месяц, Да. какая стратегия лучше. Да, и будем, безусловно, обсуждать эти новости в прямом эфире Freedom. Благодарим вас за то, что вы Спасибо. присоединились к нашему эфиру. Шата Утиашвили, старший научный сотрудник Фонда стратегических и международных исследований Грузии, был с нами на связи.